حقيرة مقيرة غامرة ودوق حدوخة مدوخة فكورة ودوق. Обращение рода Газиевых к политическим силам Ингушетии. В последнее время в рядах общественно-политических сил Ингушетии, объединенных общей задачей сохранения ингушской государственности и территориальной целостности, стали возникать точки напряжения. В этой связи род Газиевых выступает со следующим обращением. Осенью прошлого 2018 года общественная организация Совет Тейпов призвала все рода и фамилии Ингушетии избрать и делегировать своих представителей для обсуждения, формирования и выражения общественной позиции по сложившейся в республике ситуации. Мы, род Газиевых из Эгипхала, так же, как и другие роды, провели сход в Сунже у нашего одного уважаемого человека во дворе в доме. Общим собранием избрали своих представителей в Совете. Сам процесс схода и его решения зафиксированы документально. В результате сложилась конструкция, в которой рода и фамилии ингушей участвуют в политической жизни общественной, через общественную организацию. По этой причине политические отношения с другими общественными объединениями приобретают родовой характер. И любые неосторожные публичные заявления отдельных политиков или лидеров организаций могут остро восприниматься других фамилий, других родов и создать в нашем обществе ненужное напряжение. Все мы вместе и есть ингушский народ. За каждым из нас стоит свой род. Мы призываем не допускать резких выпадов в чей-либо адрес в публично-политической полемике. Это ведет лишь к разошёпленности между нами. Такое сложное и тяжелое для нашего народа время, этого допускать никак нельзя. Хотим напомнить, что когда во время выселения в 1944 году наши отцы и деды проявили сплоченность, то им удалось добиться восстановления Чечено-Ингушетии республики на Кавказе. Хотя Москва предлагала создать нам республику в местах высылки, то есть в Казахстане, где-либо в другом месте. Нам нужно уделять внимание, прежде всего, тому, что нас объединяет. Нельзя выносить на первый план разногласия, скатываться к внутриполитическим склокам. Тем более делать это публично, потому что из-за этого мы перестаем видеть наши общие цели и двигаться к ним. Мы все можем по-разному видеть суть политического момента, по-разному представлять пути политического развития ситуации и имеем на это право. Но мы обязаны уважительно относиться друг к другу. Это наш ингушский адат, это нам завещали наши предки. Пусть взаимоуважение станет нашей общей, первой, общей для всех платформой. Только так мы можем приходить к согласию в разных вопросах и двигаться вперед. Да, борца бабой.